На странице 26 мы изучаем несколько наречий и учимся составлять предложение из 3 слов. Тема урока без дересте. Мы на уроке. Наречие, как мы помним, отвечает на вопрос «как». «Как» переводится «нищик». По-русски мы говорим «как ты учишься?». По-татарски мы говорим «сен нищик укыйсың?». Мен яхшы укыйм. Я хорошо учусь. Сен нищик язасың? Как ты пишешь? Мен матур язам. Я красиво пишу. Также можно по-другому перевести первый вопрос. Сен нищик укыйсың? Как ты читаешь? Потому что глагол укы переводится читать и учиться. Мен яхшы укыйм. Я хорошо читаю. Обращаем внимание на то, что в русском языке можем задать вопрос, используя такой порядок слов. Например, как ты учишься? Или ты как учишься? А в татарском фиксированный порядок слов в предложении. В начале всегда стоит подлежащее син, потом в конце всегда глагол, а между ними уже остальные части речи. В данном случае нищик. Вопросительное местоимение. Мен яхшы укыйм. Я учусь хорошо. Подлежащее в начале, глагол всегда в конце, и наречие посередине находится. Мен яхшы укыйм. Я хорошо учусь или хорошо читаю. Итак, мы изучили 2 наречия. Яхшы – это хорошо, матур – это красиво. И еще в отличие от русского языка, на татарском языке наречие и прилагательное пишутся одинаково. Яхшы может быть и как хорошо, и как хороший или хорошая. Матур – это также переводится как красиво и красивый, красивая, красивое и так далее. В чем, можно сказать, это удобство использования этих слов, потому что они не склоняются. Яхшы, матур, они склоняются только в форме прилагательного. Если, например, мы хотим добавить окончание сравнительной степени, там будет уже яхшы рак, матур рак, матур рак. Далее составляем предложение из 3 слов. Вспоминаем форму глагола, во-первых, это настоящее время и окончание, показывающее, что именно я это сделал. И здесь также сам показывает, что это ты сделал, а отсутствие окончания означает, что это он или она сделали. Мы про это говорили на 22 странице. Это 26-я. Мен алам. Алам переводится беру. Я беру. Что я беру? Здесь изображено что? Книга. Книга по-татарски китаб. Мен китаб алам. Я беру книгу по-русски, а по-татарски из-за порядка слов, естественно, глагол всегда в конце, китаб будет посередине. Мен китаб алам. Дальше. Син bu нәрсе? Дефтер. Син дефтер аласың. Ты берешь тетрадь. Обратите внимание, еще раз говорю, на порядок слов в предложении. Ул нәрсе ала. Он что берет? Сумка. Ул сумка ала. Или ул портфель ала. Портфель, сумка также переводится на татарский, как и в русском языке.